конца этого месяца мы переселяем почти 800 семей, это более 8000 человек. И до конца декабря переселяем уже оползную зону, почти там 7,5–8 тысяч человек. В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Подробности в выпуске. Слишком дорогой ценой дается мирная жизнь нашей республики. Лучшие сыны и дочеря отдали свои жизни. Символичные гвоздики, минуты молчания и тихие слезы грусти. Сегодня вспоминаем сотрудников, погибших при исполнении. От имени прокурора республики, от коллектива аппарата прокурора республики поздравляю вас с новым годом, желаю успехов. Назначен новый прокурор Карабулака. Им стал советник юстиции Руслан Аушев. К примеру, здесь, в сельском поселении Троицка, местные коровы чувствуют себя весьма комфортно, а ведь они нередко являются причиной ДТП. В детский сад пришла корова и сказала: «Здравствуй, Вова». Скоро и такое будет возможным. Как бороться с бесхозными животными? Сюжет в деталях. Этот двор потихоньку превращается в красивый, уютно, благоустроенный уголок, где есть все как для детей, так и для взрослых. Спортивные площадки и детские карусели. Вот так весело и занятно теперь во многих дворах Назрани. Как реализуется проект «Городская комфортная среда». Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с Юнусбеком Евкуровым. Глава региона доложил, что завершаются 2 жилищные программы – переселение из оползневой зоны и обеспечение жильем вынужденных переселенцев из Чеченской Республики. До конца года в новые квартиры переселятся почти 800 семей. Руководитель субъекта отметил, что реализация данных проектов позволит решить давние проблемы, которые вызывали серьезную напряженность в обществе. В 105-м массиве Назрани обладателями ключей от новых квартир станут более 8 тысяч человек. Также по итогам текущего года по индексу промышленного производства прогнозируется рост 109%. Этому способствовали открытия в регионе ряда объектов, таких как радиаторный завод, швейное производство, завод полимерных труб. По индексу сельхозпроизводства отмечается рост 108%. Развивается фруктовое садоводство. К концу 2019 года это будет уже 1100 гектаров и 60 тысяч холодильников. Давайте начнем с переселения. И переселимся из Чечни, программа, и из областных районов. Потом по... Буквально, да, при вашей поддержке, спасибо большое, мы завершаем в этом году 2 такие программы. До конца этого месяца мы переселяем почти 800 семей, это более 8 тысяч человек. И до конца декабря переселяем уже оползную зону, почти там 7,5–8 тысяч человек. По индексу промышленного производства прогнозируем где-то 109 рост. Мы открыли завод радиаторный, швейное производство, завод полимерных труб уже работает. По индексу сельхозпроизводства мы где-то прогнозируем рост где-то 107–108%. Мы договорились с саудовскими инвесторами, в том числе по реализации, по экспорту наших сельхозпродуктов уже. А что? Мы уже сегодня можем до 20 тысяч тонн яблок по году. Там поставили 48 тонн. Я думаю, что где-то по году мы можем 10–15 тысяч тонн выше тоже поставлять. Сегодня мы отдаем дань памяти сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибшим при исполнении служебного долга. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, эти люди ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Именно об этом репортаж Ирины Цичуевой. Традиционное возложение цветов – дань памяти, которую отдают тем, кого нет в живых. Но сделали все возможное, чтобы под мирным небом жили остальные. Молодые и полные патриотизма. Имена сотрудников, погибших при исполнении, навсегда останутся в нашей памяти и на этих мемориальных плитах. Слишком дорогой ценой дается мирная жизнь нашей республики. Лучшие сыны и дочеря отдали свои жизни. Сотни лучших сыновей
Мы никогда их не забудем, мы всегда их будем помнить, всегда будем помогать семьям, детям этих семей, как отметил Дмитрий Иванович. Своими судьбами, своим подвигом милиционеры и полицейские Ингушетии доказали одну простую истину. Даже жизнь не самое важное. Важнее мужество, честь, Родина. Хочу сказать, что забота о семьях наших товарищей была и остается нашим святым долгом. В глазах боль, а на душе раны, которые не лечит время. Но гордость за своих детей, мужей и отцов дает силы дальше жить. И только маленькая малышка еще не до конца понимает, почему все эти люди тут собрались. Но со всей ответственностью держит цветы в память о деде. Для Марии Мальсаговой, матери лейтенанта милиции Башира Мальсагова, как и для многих родителей, сын был надеждой и опорой. Вспоминать трудно, но забыть не имеет права. Вот и сегодня она не упускает возможность вместе с остальными принять участие в памятном мероприятии. Безум Боложи, вот он очень любил эту работу. Прям вот, он как будто рожденный был для этой работы. Каждый раз, каждый год нас приглашают, уделяют внимание, нам это очень приятно, что так не забывают и нас, и наших детей. У меня сын по стопам отца. Закончил Суворовское военное училище Новочеркасское и поступил в Омскую академию МВД. В данное время курсант первого курса курсанта. В отдельном строю сотрудники и ветераны. Многие из них работали в самые тяжелые времена для нашей республики. Геройские дюханы, 60-дан цардюхан, цадюхан юхцувалыш, цадюхан юхцувалыш, дюхан да эта дюхан, слушай, 60 далуш дюхан, едюхан мох. Действительно, находясь на тропе борьбы с преступностью, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск ежедневно подвергают свою жизнь к огромному риску. За последние 20 лет в Ингушетии от рук бандитов погибло свыше 400 сотрудников правоохранительной службы. Все эти люди доблестно и отважно несли свою службу, обеспечивая нам с вами мир и покой. В МВД не забывают коллег, оказывают помощь родным и близким погибших с жильем, устраивают на учебу и организуют отдых для детей. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы скрасить вот эту боль утраты, хотя она ничем не восполнима, и оказываем определенную социальную работу. Работаем с семьями сотрудников, проводим мероприятия с детьми, оказываем единовременную материальную помощь на средства, собранные именно от сотрудников органов внутренних дел. Делаем все, что в наших силах. Памятное мероприятие по традиции продолжилась экскурсия по музею МВД, где собраны фотографии, кители и много архивных съемок сотрудников, погибших при исполнении. Рина Цычуева, Магомед Дидигов. Новости 24. Глава Ингушетии в своем обращении к соотечественникам отметил, цитата, «Ваши родные – настоящие герои, потому что далеко не каждый человек, осознавая риск для своей жизни, остается верен присяге, остается верен своему народу. На примерах ваших братьев, сыновей, мужей и отцов мы воспитываем новое поколение сотрудников, которым не безразлична судьба нашей Родины. Каждый из нас заслуживает права жить в мирной стране и созидать на своей земле. Я уверен, что мы совместными усилиями сделаем все, чтобы народ Ингушетии всегда жил в мире, спокойствии и согласии». Конец цитаты. Исраил Богатырев, Гирихан Альгиев, Рашид Ганижев – молодые, здоровые парни, отцы, мужья и сыны, которыми гордились родители. Теперь их нет. Близким остается крепиться и надеяться, что свои жизни эти ребята положили не зря. Светлана Томова продолжит. Он любил жизнь, любил родных, друзей и свою работу. Ему было всего 29. Сотрудник ДПС Исраил Богатырев погиб в результате нападения на пост в Яндере 5 ноября. Без отца остались 3 детей. Младшему сыну всего 1,5 года. Из-за полученных ранений на посту Исраил скончался на месте. Молодой, веселый, любящий жизнь, родные не могут поверить в случившееся. Жизнь близкого человека оборвалась слишком внезапно. 1 декабря Исраил Богатырев отметил бы свое 30-летие. Улу дигного створили Израил. Я улы дигзамсыком.
Zorşan hazan balhaş smoguş kodiyon koda kod teze ta kodiyalç sınan balhaş smoguş. Şu hamta anda kaşar. Bağda değil. Allahu da şu geç dotu hava bizana böyle on. Bu saçlara da iman sabır oltan bizde. Bu saçlara bereket oltan. Ezi zamsıgi ulu vaxtışxana diyon doluji. Еще один герой и невосполнимая утрата. Боль от потери родного человека Герихана Нальгиева навсегда останется в сердцах его близких. Тот день родные погибшего вспоминают будто страшный сон. Это было в пятницу 7 сентября 2012 года. Он приехал с работы, пообедал и ждал отца из мечети. По его приезду в спешке собрался и уехал на его машине. Тогда, конечно же, никто не знал, что бандиты подложили взрывчатку у мечети в автомобиль отца. Проехав несколько сот метров, машина взлетела в воздух. И спасти раненого Герихана врачи уже не смогли. За 30 лет он никогда в жизни что-то против меня, он не то что сказал, он даже кос на меня не посмотрел. До того у него уважение к родителям было, ко мне, к матери, и к дядькам, всем. Ну, уважение у него большое очень было. Настоящего человека узнаешь только после смерти. Он начинает осознавать, узнать, что за человек он был. И вот с каждым днем я все больше и больше убеждаюсь. Ну, идеальный он, хотя мне не прыщет, но идеальный пацан был. Любой закон, смешной, всегда ярче. Сантишл даже маркяне, саканза, делал что да звук, санза. На Герихана покушались и раньше. Участковый, который выполнял свою работу по букве закона, имел множество грамот и наград, но мешал нелюдям в осуществлении коварных планов. Даже после этого случая он не захотел уходить с работы, несмотря на уговоры отца и матери, не хотел, чтобы его посчитали трусом. Герихан Нальгиев не отступил перед опасностью и пожертвовал собой ради спасения других. У него остались жена и 3 сыновей. Если хоть один из них наполовину будет похож на него, я, наверное, буду счастливой матерью. Лучшие уходят первыми. Так говорят о Рашиде Ганижеве его друзья и родные. У кого-то получается быть хорошим отцом, мужем и верным другом. Рашид Ганижев был образцом во всех отношениях. Подполковник полиции, заместитель начальника ОМОНа 2 апреля 2013 года при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве подорвался на мине. Профессионал высокого класса. Таким запомнили его друзья. Рашид был надежным, честным, порядочным, грамотным человеком. Рашид Ганижев очень любил свой отряд и дорожил каждым своим сотрудником. Потерю каждого бойца он переносил очень болезненно. Рашид похоронил 29 своих друзей и товарищей, и 30-м оказался сам. Он имел множество наград, но скромно всегда прятал их подальше от людских глаз. Как родным передать на словах свою боль утраты, когда забыть такого человека, как их брат и муж, невозможно? Он считал своим долгом посещать семьи этих погибших сотрудников. Очень часто их посещал, особенно в праздничные дни. Он мог не приехать к нам, к сестрам, но их посещал обязательно. Был хорошим отцом, любящим, хорошим братом, хорошим мужем. За 10 лет не было таких, можно сказать, даже вообще ссор, можно сказать, даже не было. Я видела, как люди ругаются в некоторых семьях. И была рада, что такой отец у моих детей. Потому что это очень большой пример для подрастающего моего поколения. Он учил меня быть добрым, щедрым. Он сам был очень добрым. Эти истории – память и неугасающая боль о тех, кто выполнил свой служебный долг ценой собственной жизни. Как это ни прискорбно звучит, но нам не вернуть погибших, не повернуть время вспять. Но в наших силах хранить память о людях, шагнувших в бессмертие и ставших легендой. مسك بيلقى ليش ما
Светлана Томова, Новости 24. Продолжаем выпуск. Накануне Юнусбек Евкуров принял в Магасе Геннадия Гончакова, профессора кафедры пластической хирургии университета имени Пирогова, доктора медицинских наук, который в рамках благотворительной акции «Красивые дети» совместно с ингушскими челюстно-лицевыми хирургами проведет операции группы детей с врожденной патологией. Как сообщила министр здравоохранения республики Мариам Рабханова, группа детей, нуждающихся в оперативном вмешательстве, уже отобрана. В Ингушетии профессор Гончаков планирует работать до 11 ноября включительно и планово провести 7 технически сложных операций. Глава Ингушетии отметил случай привлечения региональным министерством высококлассных специалистов, однако в то же время обратил внимание на цели сотрудничества, выходящего за рамки консультативной поддержки. Геннадий Гончаков заверил, что каждая из запланированных операций предусматривает активное участие наших специалистов. В мои планы входит не только помочь, консультация, прооперировать, но самое главное, чтобы был человек, который бы научился это, то есть на уровне научился это делать и делать. Если, уважаемый профессор не даст соврать, если такие, как профессор, будут приезжать делать операции, наши все будут там надеяться, что все, тогда мы там кого-то пригласим. Наши должны расти. Хочу зайти на операцию. Я как-то был на операции, Лео Бакелия меня пригласил. Вот там младенцам делал на сердце операцию. Это что-то такое космическое. Поэтому давайте организуйте, мы пойдем посмотрим, как. Но я бы хотел так, чтобы мы с профессором наблюдали, а наш врач делал бы операцию. У нас есть кто делает операцию? Есть. Больничные и декретные выплаты увеличат с 2018 года. Об этом заявили в Минтруде России. Их размер во время декретного отпуска вырастет на 3500 рублей. Однако эти изменения коснутся только официально трудоустроенных женщин. Что касается безработных молодых мам, они смогут рассчитывать на материальную помощь только при обращении в органы соцзащиты. Так пояснили в министерстве. По истечении срока декрета новоиспеченная мама сможет оформить отпуск по уходу за ребенком и также получать денежные выплаты, однако их размер будет существенно ниже. Приказом Генпрокурора России назначен новый руководитель прокуратуры города Карабулака. Им стал советник юстиции Руслан Аушев. Молодой, но опытный, перспективный сотрудник, успевший зарекомендовать себя как добросовестный исполнительный работник, в этой сфере трудится уже больше 15 лет. За время службы занимал руководящие должности в прокуратурах Назрани, Сунжинского района и республиканского ведомства. С отличием прошел обучение в Санкт-Петербургской академии Генпрокуратуры России по программе профессиональной переподготовки прокурорских работников. Руководители правоохранительных органов города поздравили коллегу с повышением, пожелали ему успехов на этом нелегком поприще, а также обсудили первые шаги к совершенствованию работы прокуратуры Карабулака. От имени прокурора республики, коллектива аппарата прокурора республики поздравляю вас с новой должностью, желаю успехов в новой должности, чтобы то доверие, которое вам оказано прокурором республики, генеральным прокурором, вы оправдали и показатели работы, и атмосфера сама, как в прокуратуре и на территории города, чтобы она только улучшалась ваша. Перед коллективом, прокурорскими работниками прокуратуры Карабулака будут поставлены для реализации озвученных направлений определенные задачи, после чего нами будет планироваться наша работа, инновационная деятельность. В Карабулаке в первой гимназии прошел сход граждан. Главной темой для обсуждения стала борьба с террором. Репортаж Юсупа Гилесханова. Эту встречу старших с подрастающим поколением Урусхан Барханоев не мог пропустить. Главный повод – недавнее нападение на пост ДПС в Яндаре. Урусхан, как и многие в зале, считает, что семена раздора сеются в интернете. Молодые люди поддаются лжепроповедям псевдорелигиозных наставников. И исход этой идеологии – гибель ни в чем не повинных людей. Сахама занято, халычи, сумохтыца, сакхарство гуянца. Любой сахамца занято халдиской. Там ведь орчишох или иской, и цадолчох. Там ведь дазанзве ардельтачул, да согат тоже дарик хамхадиjdokой. С просьбой не заходить на сомнительные сайты ко всем участникам встречи обращается и глава местной администрации, инициатор сегодняшней встречи. Цель этого схода одна: общими усилиями сделать все возможное, чтобы такой трагедии больше не повторялось. В числе преступников, посягнувших на жизнь сотрудников правопорядка, были 3 местных жителей, и всем им еще не было и 30. Раз случилась такая трагедия, значит, есть определенные упущения и в нашей работе.
Наши усилия по противодействию проникновению в молодежную среду идеологии экстремизма оказались недостаточными. И эту работу нужно продолжать. Этот поступок идет вразрез с нашей религией, ингушскими адатами. Убийство человека по всем канонам считается тягчайшим грехом. Магомед Башир Султыгов рассказывает о том, что ингуши с момента принятия ислама свято соблюдали все правила и нормы религии, не разделяя братьев по вере на своих и чужих. Каждое слово религиозный деятель подтверждает хадисами пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, в одном из которых говорится: мусульманин – это тот, кто не приносит вреда окружающим ни словом, ни действием. القاتل والمقتول في النار أبدا فينري ونري بصل بشيء واشغ لطاش لتحقق حق حمد واسش فينري ونري دائم جرد صرخ بواق بولج بيوخ هجل مل دوخ أز بشوش توت يتصر مل با ليخي بساتشار ظلم حديار جبي صار شيء يخي بساتشان مل ظلم دات بنش نخا مل بوخم داب. В зале внимательно слушают проповедь богослова, который пытается донести и объяснить истинные ценности жизни, который не имеет никакого оправдания, считает Гирихан Газгиреев. А чтобы не допустить этого снова, по его мнению, молодежь должна следовать заветам отцов. حيك وول إلش موتي ده حي سماجك وخر حي خنا حي لامز در حي لدو خر حيخم تبوت بواقشنا بوش بحيخم لدو خر صار لو ده هم درك تلودو بول تحشت دوك интересно хестсон чем сиqi издучился нах. Мизиев, Мурзабеков, Куштов, еще молодые ребята, о которых говорят, у них вся жизнь была впереди, ни разу не попадавшие в поле зрения полиции, законопослушные граждане. Говоря об этом, участковый Муслим Балаев, как, впрочем, и многие здесь, недоумевает, что могло сподвигнуть молодых людей пойти на такой преступный шаг. Волху, те самые соседи удивлены, друзья удивлены. Если человек меняется чуть-чуть, сам хустан скцен, или гуахавоз, я настроение ваш я хат, фоганет, малхан компьютер, любой дост, любой сайт дост, бивейне, соседи вахтсевич, соседи бариш, камер хадеш бы, я же камер хадеш бы, компьютер, телефон, царь контролирует и дезер. Слово передают старейшинам и представителям Совета Тейпов, которые регулярно проводят встречи с подрастающим поколением. Каждый из них готов часами, если нужно, объяснять молодым, где заканчивается черта, за которой начинается пропасть. Слишком так драматизировать ситуацию, опять-таки, тоже нельзя. Это единичный случай. Я бы предложил дать сперва, дать полную оценку правоохранительным органам, провести полное следствие, откуда, что, как, кто виноват, кто не виноват, кто организовал, или если есть такие. Но если это стихийное, просто недовольство, на бытовом уровне, какие-то личные враждебные такие отношения между людьми, это одно. А если это целенаправленная какая-то организованная работа, то это, конечно, очень плохо. Итог встречи подводят словами. Каждый человек несет ответственность как за себя, так и за окружающих, родных, друзей, республику. Борьбу с самым опасным врагом человечества, террором, можно выиграть, только победив самого себя. Юсуп Гелисханов, Майырбек Миржоев, Новости 24. Провоцируют ДТП, портят урожай и просто устраивают антисанитарию. Все эти пакости исходят от бесхозных крупнорогатых животных. Но коровы-то в чем виноваты? В том, что им недостает внимания от хозяев, и они вынуждены слоняться в поисках еды и зеленых просторов? Разобраться в этом вопросе решила наш корреспондент Мака Килиматова. Это видео в соцсети, по всей видимости, выложил один из проезжающих мимо по федеральной трассе. Коровы со сломанными рогами и конечностями, скорее всего, попали под машину. Кто-то аккуратно увел животных с проезжей части и оставил на обочине. Там рогатые нарушители ППД пролежали в течение 2 дней, без всякого внимания со стороны проезжающих, а самое главное – хозяев. В итоге про животных все-таки вспомнили, их забрали после того, как ролик облетел в сеть. Но вопрос, почему коровы беспризорно разгуливают по проезжей части, да еще и по федеральной трассе, видимо, нерадивых хозяев мало волнует.
Нашей съемочной группе в поисках крупного рогатого скота особо разъезжать не пришлось. Животные выходят нередко на трассу. К примеру, здесь, в сельском поселении Троицка, местные коровы чувствуют себя весьма комфортно, а ведь они нередко являются причиной ДТП. Яркий пример аварии, произошедшей буквально пару месяцев назад в селении Нижние Чулуки, когда шофер просто не заметил, сбил лошадь. В ДТП погибло 2 человека. Водители негодуют. Постоянные ДТП и зачастую виновники вовсе не лихачи, а бесхозный скот. В большинстве случаев наезды на животных происходят в темное время суток, так как именно тогда ухудшается видимость на дорогах. Именно так знакомый Амирхана Измайлова попал в ДТП, а вся беда в том, что хозяева не следят за своими животными. Раньше у нас, конечно, транспорта было меньше, да, и у нас как бы повелось издавна, что и коров выпускают, пускают пасутся куда попало, и баранов бывает. Но раньше не было машин, такого движения не было. Сейчас движение плотное, люди их выпускают и даже не думают. Машины, без присмотра, аварии, на службу, машины, это правда. Троицким местным властям приходится совсем нелегко в решении проблемы. В селе 3 стада, которые выводятся ежедневно на пастбище. Правда, за эту услугу надо платить 500 рублей в месяц. Видимо, некоторые жители просто, чтобы не тратиться лишний раз, отправляют свой скот в открытое плавание, отмечает глава администрации. Ждохан улздалах келна з бог бог сходы жья школы собрания жьёлчхана юртер полиции ариале бисны теха дукабл хусум дейбе бисны теха ждохан чиц докуш ар лилдеш нарт хат мадяхкин дитти юрда арлахкуш так бисн аутер жьёл у центральной улице-то нухжье юртер ар кохаш ужнухже بيسن شبكيت جدخوت يج يريك أوليت ملي داي حيحو شيكوان ملدوز الحيب دلي قدلي شيدو الله ملدوز حمنا داوت كون دا داخلنا شيكوار حيب دا ديانا أرد أخي تاعنا غايت بواتش تحقق هنا مش عليل سبوز نيا بيش مش هلكيش هنا نيا خن بيش مش كتير اشتح هنا ليلي هنا سن هنا سن شريع هنا سن هنا حانو داخل على شنيا هنا بيش مش كنا نيا خوا تشوف وبزنا خزول مجدش هنا ليه وجد بزم هنا داخل شو هنا نيا قدرت ليه ليشوا تجور دقيق هنا بداخل ليه البقوية. Бесхозные животные – это еще и проблема для работников ГУПов. Стадо топчет и объедает весь урожай, тем самым нанося огромный урон предприятиям. В хозяйстве Курейша Цароева выращивают яблоки и сливы на 100 гектарах. Но целое стадо коров спокойно разгуливает по саду. Директор жалуется: не успеешь высадить, а следом корову уничтожает весь труд. Местным жителям тоже, очевидно, приходится несладко, ведь коровы топчут цветники, разносят весь выставленный на уборку мусор, тем самым разводя антисанитарию. Мусор только выставят, утром забирают мусор, опять ставят, и этот скот выходит утром, вечером, ночью я выйду, вот, неудобно прям бывает от людей, что вот у меня по улице этот мусор стоит. Выйду опять скот. Ну неужели нельзя свой скот домой? Я ночью не сплю, когда у меня корова на улице остается. Там, где в борьбе с бродячими животными настойчивые просьбы не помогают, власти уже намерены прибегнуть к другим методам. Первые шаги в этом направлении уже есть. Некоторые населенные пункты начали создавать загоны, пункты временного содержания безнадзорных животных. Кроме того, в сельских поселениях будут проводиться рейды, а владельцам животных придется выплачивать штрафы. Мага Келиматова, Майрбек Миржоев, Рамзан Миржоев. Новости 24. Сегодня второй день визита в Ингушетию делегации послов из 14 стран Ближнего Востока и Африки, прибывших в республику с целью ознакомления с инвестиционным потенциалом региона. В рамках визита гости посетили 100-метровую башню Согласия в Магасе, где смогли увидеть город Солнца с высоты птичьего полета. Ознакомились с научной лабораторией Ингушского государственного университета, где им презентовали новые разработки в сфере нефтяной промышленности, в том числе установку по производству терморасширенного графита и аппарата по получению сорбента из биологических отходов местного сырья.
Вот мы сравнивали с аналогами отечественного и зарубежного производства, показатели намного выше. Сорбционная емкость, гидроплотность и так далее, вот эти показатели. Эти сорбенты используются для ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов и любых органических соединений, как с поверхности воды, водной поверхности, так и почвы. Поэтому их, конечно, это очень заинтересовало. То, что у них очень высокие показатели сорбционной емкости и плавучесть. То, что они, значит, выбирают в себя вот эти загрязнения, всевозможные органические загрязнения, и остаются на поверхности. И поэтому их можно с поверхности собирать, сделать отжим, использовать неоднократно. Вот это вот все сорбенты примерно такого класса, как отечественного, так и зарубежного производства, вот такими показателями, таких показателей нет. Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики департамента прошли в Росприроднадзоре. В ходе мероприятия собравшиеся рассмотрели примеры из практики работы специалистов, провели анализ наиболее часто встречающихся нарушений, дали рекомендации по их устранению. Мадина Пугоева с подробностями. Выступая перед собравшимися, Идрис Албаков отметил, что в рамках реформы госконтроля ведомство занимается надзором в сфере рационального пользования и охраны недр земли, правильного обращения с отходами, загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов республики. Выступает за охрану лесного и рыбного хозяйства. Лица, чьи объекты несут потенциальную угрозу для окружающей среды, обязаны вносить плату, размер которой определен законом. С началом Нового года в силу вступили и некоторые изменения. С 1 января 2017 года вступила в силу статья 846 КоАП, согласно которой за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов НВОС, представлению сведений для актуализации учетных сведений предусмотрена ответственность в виде административного штрафа. Продолжая обсуждение, Мусат Аршхоев отметил, что плату за негативное воздействие на природу обязаны вносить предприятия, которые периодически выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу, сбрасывают отходы в реки, пруды, а также зачастую становятся инициаторами мусорной свалки. В основном все, кто до сих пор работали с нами в тесном контакте, они знают, что такое плата за негативное воздействие на окружающую среду. Как известно, это соблюдение федерального закона, требований. И, естественно, если не соблюдается, то определенные штрафы и другие санкции. При этом учитывается объем, масса и тип отходов. Важно, чтобы при строительстве объекта была учтена и система бесточного и оборотного водоснабжения. В ходе встречи собравшиеся смогли не только выслушать доклад работников управления Росприроднадзора, но и задать им дополнительные вопросы. Илья Султыгов поинтересовался, как производятся взносы за утилизацию полиэтиленовых пакетов и как эти средства расходуются. 5% от сборов по утилизации полиэтилена отчисляются в федеральный бюджет, 45% региональный и 50% в муниципалитет. Я думаю, это будет хорошим подспорьем для бюджета муниципалитетов. Впрочем, такой диалог с представителями других ведомств и учреждений работники управления Росприроднадзора ведут не впервые. Обсуждение правоприменительной практики в формате живого общения уже дает свои плоды. Если взять по прошлому году, многие нарушения в ходе после этих правоприменительных практик обсуждений снизилось на процентов 10-15. Природопользователи начали получать разрешения на выбросы, документы на утверждение образования отходов. И все юридические лица уже знают, что данные документы у них должны быть. Собравшиеся также отметили роль активистов Народного фронта в охране окружающей среды, поделились мнением и внесли свои предложения по улучшению совместной работы. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. По инициативе Федеральной службы исполнения наказаний в режиме видеоконференц-связи прошел круглый стол исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. Обсудили способы недопущения роста рецидива. Свою точку зрения по данной теме высказали участвовавшие в круглом столе специалисты государственных органов и представители общественных организаций. Помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы в трудоустройстве и решении вопросов социальной адаптации, является залогом предотвращения совершения новых преступлений. Это комплексный процесс, который проводит ФСИН во взаимодействии с органами исполнительной власти, религиозными конфессиями и общественными организациями, в том числе с попечительскими и общественными советами, которые оказывают посильную помощь в решении социальных проблем осужденных и лиц, отбывших наказание.
Комфортная городская среда – это партийный проект единороссов, который украсил жизнь многим семьям. Благоустраивают дворы, устанавливают детские площадки, разбивают клумбы, возводят дома для проведения различных мероприятий. Для этих целей только в бюджет Назрани из федерального центра было выделено 7 миллионов рублей. Репортаж Индиры Манкиевой. Крылатые качели летят и летят. Теперь, несмотря на холодную погоду, детей даже силой не загнать в дом, говорят родители. Но главное, что счастью малышей нет предела. Песочница, турники, качели, игровая площадка для них самый долгожданный подарок. А эмоции детей говорят сами за себя. Одно из главных условий реализации партийного проекта единороссов – инициатива самих жителей. По идее, именно они и должны решить, что и где в их городе будут благоустраивать в первую очередь. На это федеральный центр выделил 20 миллиардов. Около 7 миллионов предусмотрено для реализации проекта в Назрани. А на сегодняшний день работы здесь почти завершены. Наводят последние штрихи. Мы сейчас находимся на проспекте Базоркина. Это между домами, многоквартирными домами Базоркина 12 и Базоркина 14. То есть здесь мы согласно дизайн-проекту, он у нас выставлен на аукцион-сайте, обсуждался с населением. И в данных работах участие принимают и жильцы близлежащих этих 3 домов. Впрочем, одной инициативой жильцы не ограничились. Хава Ганиева частенько высаживая здесь цветы, собирает мусор, словом, как настоящая хозяйка заботится о своем дворе. Сказать спасибо за такой подарок – это одно, а вот насколько долго и качественно все это прослужит, зависит от самих жителей, отмечает женщина. Тайметтик дали андали масхан хосхултигёх самогуз мерсиочхан езазаж масхан дас хлашу да сезазаж. Также по желанию самих жителей расширена и парковочная площадка. Все это делает более красочным и вид из окна. Вместо серого пустого фона жители любуются яркой картиной. Этот двор потихоньку превращается в красивый, уютный, благоустроенный уголок, где есть все как для детей, так и для взрослых. Спортивные площадки и детские карусели. Также здесь построен еще и дом для проведения различных семейных мероприятий, такие как молот или свадьба. Программа реализуется по всей России. Благодаря этому проекту города станут более красивыми и комфортными. Нашему региону выделено более 100 миллионов рублей, и работы будут проводиться почти во всех городах. Индира Манкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Сегодня Международный день КВН. 8 ноября 1961 года в эфир вышла первая игра веселых и находчивых. Однако праздновать свой юбилей участники клуба начали только в 2001. Прообразом современного КВН являлась передача «Вечер веселых вопросов», ведущие которые общались с телезрителями в прямом эфире. Чуть позже создатели юмористической телеигры запустили новый проект, бессменным ведущим которого стал Александр Масляков. Со временем программа стала одной из самых популярных на российском телевидении. Игра проводится в школах, вузах и между работниками ведомств и учреждений. Многие из участников игр стали знаменитыми ведущими различных юмористических программ. Раз в год они вновь выходят на сцену клуба веселых и находчивых. Мы обожаем вашу игру. Искренне. Мы хотим вам сказать большой привет от наших родителей, от моей мамы лично. Огромное спасибо, Александр Васильевич. Огромное спасибо. У меня просто чувства переполняют, я не знаю, что говорить даже. Александр Васильевич, мы хотим вам просто сказать низкий поклон от всей нашей команды КВН «Утомленное солнце». Вы знаете, как мы вас любим. Ну и еще китаец с железной рукой установил мировой рекорд по расколотым орехам. Ли Вэйцзюнь за минуту расколол рукой 302 грецких ореха. Видеоролик опубликован на YouTube. Как уточняет «Спутник», Вэйцзюнь – мастер кунг-фу. Он занимается боевыми искусствами 27 лет и практикует технику железной ладони, благодаря которой его правая рука гораздо крепче, чем у обычного человека. Вэйцзюнь побил рекорд, установленный в конце октября мастером боевых искусств из Индии, который за минуту расколол 212 орехов. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.